Здравствуйте! В эфире на канале АТВ «Тема дня». И сегодня мы обсудим тему, как принимается решение в муниципальном совете города Комрат. С гостями в студии Мария Полукче, гражданский активист, Иван Терзи, председатель народного контроля АТО Гагаузия, Иван Кыльчик, общественный деятель. Добро пожаловать к нам в студию. Добрый вечер. Я бы хотела с вами обсудить эту тему, как проходит заседание муниципального совета, которое буквально состоялось 10 ноября, прошлую пятницу. Но прежде чем мы начнем обсуждение, я бы хотела, чтобы наш оператор показал нам ролик, который, в принципе, продлился-то всего 1 минута. Вопрос 15. Господин докладчик Рава Георгиевич. Первый вопрос о внесении изменения в решение муниципального совета номер 14/1 от 22.12.2022 года об утверждении бюджета муниципия Комрат на 2023 год. Предлагается внести следующие изменения. Увеличить доходную часть на сумму 2 миллиона лей, в том числе налог на доходы удерживаем из заработной платы 1 миллион 666 тысяч. Налог на доход, причитающийся с операции передачи во владение или пользование недвижимого имущества 160 тысяч лей. Налог на недвижимое имущество, уплачиваемый физическими лицами, гражданами, исходя из оценочной стоимости недвижимого имущества 150 тысяч лей. Сбор за размещение рекламы 24 тысячи лей. А также увеличить расходную часть на 2 миллиона лей, направить на статью благоустройства. Контроль решения возложить на исполняющую обязанности примара Глах Инну Васильевну. Уважаемые коллеги, есть вопросы, ставлю вопрос на голосование. У нас есть вопрос. Можно? Да, мы ставили вопрос на голосование. Кто против? Кто воздержался? Единогласно. Итак, уважаемые участники сегодняшней программы, хочу еще раз отметить для телезрителей, что в пятницу, прошлую пятницу, состоялось заседание муниципального совета, которое буквально длилось 1 минута и 10 секунд. Вы это увидели в ролике. На повестке дня был всего лишь один вопрос. Это внесение изменений в бюджет на 2023 год. Все единогласно проголосовали «за». И вот такой вопрос у меня к вам. Вот почему возникла такая вот острая, срочная необходимость созвать совет? Хочу отметить, что это был старый совет, хотя у нас уже есть новый состав муниципальных советников. Вот для чего они собрались? Насколько я знаю, Мария, вы принимали участие, были на этом заседании, да? Да. Можете поделиться мнением, что там так срочно нужно было? Добрый вечер еще раз, Елизавета. Добрый вечер, уважаемые жители Гагаузии. Да, действительно, 10 числа был совет, не очередной, экстренный совет, как они посчитали нужным быстро собраться и проголосовать. Да, действительно, был один вопрос. И данный вопрос был о том, чтобы налоги, какие-то налоги, которые недвижимости заплатить, увеличили какие-то доходы, чтобы собрать данные 2 миллиона и их реализовать на благоустройство города. Почему такая спешка? Это мы уже все жители об этом должны знать. Мы видим, идет предвыборная кампания. Как и раньше, первый тур тоже Сергей Ильич с муниципальным советом проголосовали, решили о том, чтобы взять 7 миллионов. Я, конечно, раньше тоже говорила в студии, я боролась с этим 7 миллионов, чтобы им не выдавали, потому что мы, жители, не понимаем справедливости данного 7 миллионов, чтобы вот остались 2 недели до выборов, и мы берем эти 7 миллионов, и как эти 7 миллионов честно будут реализованы, у нас, наверное, у жителей были немножко сомнения. И получилось так, что им, вообще знаю, что они должны были выдавать эти 7 миллионов, но чуть попозже я услышала о том, что 1 900 000 он все же
таки взял, и тоже как раз на выборы. Мы это считаем, я лично, это мое мнение, это подкуп избирателей, я так считаю. Почему? Потому что сделали 2 сантима асфальта, тротуары, скамейки раздавали, их раздавали, как будто, я вам говорю, какую-то помощь, продукты какие-то раздавали. Вот прямо эти скамейки, это надо реально расследовать, как эти скамейки тоже раздавались, это бюджетные средства. И возвращаясь обратно к этим 2 миллионам. Елизавета, я вам скажу, уважаемые жители, это прямо было смешно, этот совет было смешно, цирк. Еще Кара Владимир не успел, и Марина, секретарь, не успела озвучить вопрос. Тут же вот посмотрите внимательно, это клоунада. Это до такой степени эти советники дрессированы, что они быстро подняли руку, еще не озвучив вопрос. Это значит что? Это значит, они собрались перед этим вечером или на день раньше и изучили вопрос. Они подтвердили под указанием данного кандидата, который ему эти средства нужны для пиара, для того, что как он в дождь идет, он на воду кидает этот асфальт, на строительный материал кидает этот асфальт. Но, мы видим, Мария, 2 миллиона успеем. туда же уйдут, как и ушли вот эти 7 миллионов не знаю куда, и ничего не сделано, и некачественно, и придет время, мы этот асфальт все эскаватором, все перероем, и чтобы сделать канализацию. Мария, мы еще успеем обсудить и канализацию, и благоустройство, все в городе. Давайте, я хочу узнать мнение и других участников. Вы что думаете, насколько это вот законно, да, вот старый состав собирается, уже выборы прошли, есть новый состав. Как вы считаете? Хочу вам сказать прежде всего, что Кодекс закона выборов не только, скажем так, президентов, депутатов, советников, примаров, он гласит о том, что лицо избирается на 4 года. Прежде всего нужно посмотреть на то обстоятельство, когда были выбраны эти советники, и исходить из этого, имели ли они право после этого еще принимать решения. Потому что в законе указано четко о том, что они избираются на 4 года, но не на 4 года и 1 день даже, а ровно на 4 года. Соответственно, 4 года прошло, он должен сложить свои полномочия, потому что в следующий день, принимая какие-либо решения, он нарушает закон. Тут что вам скажу? Тут прежде всего нужно, чтобы органы, которые получают за это заработные платы, в том числе и прокуратура, должны четко следить за этими всеми вещами. Но так как прокуратура за этим не следит, значит прокуратура в этом тоже имеет какой-то интерес. Или же прокуратуре кто-то свыше сказал о том, что вы делаете вид, как будто вы ничего не видите, ничего не слышите. Потому что в нашей стране, где процветает коррупция, говорит о том, что что-то делается по закону, это просто обманывать людей. И хочу вам сказать следующее. Если они это делают, то нужно что делать? Прежде всего спросить, почему они это делают. Еще с древних времен спрашивали, если кто-то что-то делает, значит, это кому-то нужно, да? Значит, это кому-то выгодно. Ну, а вообще вот это же муниципальные советники, они избираются народом. Кто контролирует? Кто должен контролировать, вот какие решения принимает совет? Прежде всего, давайте начнем с самого начала. У нас в Конституции написано, что власть в нашей стране принадлежит народу. Написано, да. Написано. В уложении Гагаузии также написано, что власть принадлежит жителям Гагаузии. Правда? Ну а кто виноват этим жителям Гагаузии, этим жителям Камрата, если они выбирают таких левых, которые только распиливают их деньги? При этом они выдумали такое слово, назвали его бюджетом. При этом они, как аферисты, обманывают всех людей, говоря о том, что бюджет. Почему бюджет говорят, а не что-либо иное? Почему не говорят правду? Нет бюджетных денег, дорогие жители Камрата, Гагаузии, Молдовы.
все деньги до единой бани – это деньги наши с вами, это деньги людей. А слово «бюджет» они придумали для того, чтобы люди не знали о том, что это наши с вами деньги. Чтобы не понимали, они да, разворовывают. Да. Когда они говорят «бюджет», человек думает, так, бюджет. Государственные деньги. Что такое? Из 10 человек, дай Бог, чтобы хотя бы 5 знали, что такое бюджет. А когда человек не знает, что такое бюджет, говорит, ну это не мое, это не ко мне. Что и позволяет их обманывать и обворовывать. Вот и все дела. Иван Все Федорович, очень ваше просто. мнение по данному поводу? Вечер добрый, спасибо за приглашение. И я вижу этот вопрос таким. Дело в том, что для меня этот совет был незаконен. Почему? Скажу. Вот Иван Алексеевич, как юрист, объяснил, но я тоже Вы сейчас говорите о последнем заседании, да, Совета? Да. Дело в том, что большинство советников сложили свои полномочия месяц назад. И они никак не могли участвовать в Совете, как и советники. Это первое. Второе, новый состав советников, которые уже прошли, и их должен утвердить суд. После суда они становятся советниками. То есть вы хотите сказать, что те советники, новые советники, которые участвовали... Они не имели права участвовать в Совете. Тогда не было кворума. Вот я об этом и говорю, что новые советники не имели права участвовать в Совете, так их не утвердил суд. А старые советники не могли участвовать, так они сложили себе полномочия. Поэтому получается, что все это был спектакль. Спектакль на авось, а вдруг пройдет. Вот если на самом деле, как сказал Иван Алексеевич, что если мы, жители города нашего Камрата, просто промолчим, проглотим это, дело в том, что да, они могут такое принять, и такой налог может на жителей Гагаузии, на жителей Камрата лечь на их спины. Поэтому что мы не должны просто-навсего так оставить это все, как оно есть, потому что это незаконно, и мы должны, именно жители Камрата, города нашего, отстоять незаконность этой сессии. Я хочу, чтобы мы немножечко все-таки больше раскрыли вот этот вопрос. Вы видели в ролике, да, когда выступил один из советников, и он зачитал, чтобы увеличить доходную часть бюджета на 23 год, это на этот год, получается налог на недвижимость от физических лиц. Как мы это можем понимать? Что это значит? Увеличить налог от физических лиц. Это что? Увеличить налог на недвижимость. Налог на недвижимость на 23 год и так был 2 миллиона, почти 2 миллиона. Я понимаю, что это увеличить налог на все. То есть что? Я не удивляюсь, потому что власть Республики Молдова, да, уже 2 года подряд то же самое увеличивает на все, и цены, и на энергоресурсы, и на продукты питания, на все, и не думая о том, как человек это может все выплатить, как он будет с этим жить. То же самое сегодня делает наш совет. Зная, какую ситуацию наших горожан, а никто не думает, что люди могут выплатить налоги. Из чего мы исходим? Я понимаю, что поднимется у нас заработные платы, будет лучше жизнь, будет то. Ради Бога, я согласен, да, помогать надо. Но когда человек не знает, что будет есть завтра, чем будут кормить своих детей завтра, как он будет жить, и сегодня мы предлагаем такие налоги, это просто преступление против своих жителей. Я понимаю так. Ваше мнение, Иван Алексеевич? Я хочу сказать следующее, что вот я часто в выступлениях говорю о том, что как-то во времена моей лихой юности я спросил у своего деда, говорю: дед, а что так плохо? Ну, плохо, потому что люди такие. Говорю, и кто в этом виноват? Говорит, выйди в коридор, там в зеркало, увидишь в зеркале, кто виноват. Я говорю, что не понял, я что ли виноват в этом все? Говорит, а что ты считаешь, что ты ни во чем не виноват? Ты такие, как ты, и все остальные виноваты в том, в чем мы живем.
И вот сегодня скажите мне, пожалуйста, разве мы с вами, дорогие камрадчане, не виноваты в том, что мы выбираем не тех, кого нужно выбирать, а выбираем тех сказочников, которые нам сказки рассказывают? Но я прекрасно понимаю, можно один раз этих болтунов и сказочников послушать и выбрать. Да, но если мы с вами их выбираем, как говорят, с одного созыва на следующий, с одного на следующий, ну кто нам с вами еще виноват, кроме нас самих? И я понимаю так. Раньше было так. Если человек не держит слова, то его весь камрад обсуждал, и никто с ним не хотел дела иметь. Мой покойный отец был очень состоятельный человек и часто давал деньги в долг. Никогда ни у кого никакой расписки не брал. И знаете, все возвращали деньги вовремя. Никто ничего не говорил. А сейчас я занимаюсь юридической практикой, помогаю людям, как говорят, разрешать их проблемы. И часто бывают случаи, когда сестра у брата взяла деньги или наоборот, а потом они судятся, потому что он или она отказывается возвращать деньги и говорит: а ты мне что, расписку написал? Знаете, и что мы хотим? Если брат с братом так поступает, или брат с сестрой, ну почему бы тогда другим так не поступать? Это первое. Второе. Друзья мои, вот если вы меня наймете, чтобы я вам огород скопал, и будете каждый день мне платить деньги, а я ничего не буду делать, а при этом еще и буду воровать с вашего подвала все, что там вы храните, надолго ли у вас хватит терпения? Будете ли вы меня платить вообще? Или вы меня выгоните, как говорят, лопатой той же, которой я не вскопал даже полметра? То есть мало платить деньги, надо еще проверить, вскопали вы или не вскопали. То есть ваша мысль, насколько я понимаю, люди избирают, да, этих советников, но они не спрашивают с них, что они там делают. Вот. Конечно, я вам скажу больше того. Значит, 9 человек из 10 даже не знают, кто ихний советник, потому что часто ко мне приходят люди с некоторыми проблемами, и я говорю им: скажите, пожалуйста, а вы обратились к вашему советнику? И нет. Ну ты вообще знаешь, кто он такой? Нет. Ну ты же голосовал. Да. А за кого ты голосовал? Да не помню. А почему голосовал? Да вот подошел знакомый и сказал о том, что слышь, хороший парень, давай за него проголосуем. Проголосовал. Говорю о том, что ты вот к депутату своему обращался? Нет. А почему не обратился? Ну а что, как, зачем? Не понял. А ты к Башкану обратился? Нет. А почему нет? Кто такой Башкан? Кто такой депутат? Кто такой советник? Кто такой примар? Это все твои наемные люди, которых ты нанимаешь на работу. Если советников не платишь зарплату, они берут иначе. Как говорят, если ты сторожу не платишь деньги, сторож делает себе зарплату больше и лучше и без тебя. Точно так же мы с вами должны повышать культуру нашего юридического образования. Мы должны знать свои права. Не зря есть такая пословица о том, что если ты не знаешь свои права, считай, что их у тебя и нет. Поэтому мы должны с этих людей, которых мы назначаем, которых мы выбираем, требовать. Пока мы не будем требовать, они будут нас обворовывать, они будут нас обманывать, и мы будем жить вот так. И окажется что? Окажется то, что есть на самом деле и сегодня. Люди, вам нравится эта жизнь сегодняшняя? Вы вымираете. Вы остались без ваших детей. Ваши дети уехали. Почему? Потому что вы ничего не сделали для того, чтобы ваши дети остались здесь с вами. Вы не видите ваших внуков годами. Вы думаете, они туда поехали, им там очень хорошо, их там кто-то ждал с горячей лепешкой. Нет, им там тоже тяжело, им очень тяжело. Но здесь им еще хуже.
И вы ничего не делаете для того, чтобы ваши дети и внуки вернулись. Начните с себя. С человеком обращаются так, как он позволяет с собой обращаться. Люди, проснитесь, делайте правильный выбор. А если сделали неправильный выбор, не терпите, действуйте, требуйте. В конце концов, эти все проходимцы получают зарплату за ваш счет, за счет ваших налогов. Да, абсолютно верно. Смотрите, возвращаемся опять к муниципальному совету, к заседанию, да, то, что было. Они приняли решение поднять налог на недвижимость и передать это на благоустройство. Что получается, что вот это благоустройство, дороги, что строятся, это за счет людей, за счет налогов? А откуда еще? Вот скажите мне, пожалуйста, вот откуда? Я поспорю с вами. Дело в том, что на налог на дороги у нас есть дорожный фонд. Это уже отдельная тема. Поэтому на дороге не идет ни одной бани с бюджета примарии. Ни одной бани. Иван Федорович, да. давайте Иван Федорович, одну секунду. Давайте, я вот с вами не соглашусь. В чем? А скажите мне, пожалуйста, а в этом дорожном фонде деньги откуда появляются? Что, вот так? Нет. Это опять же наши деньги. Это деньги наших жителей. Они целенаправленные просто. Ну, это чисто дорожный фонд. Это деньги наших жителей, да, которые переходят в республику, с республики возвращаются к нам обратно в муниципию. Насколько я знаю, 6 миллионов. Я просто говорю, что это деньги сугубо чисто для дорог. И поэтому примария не тратит ни одной бани для дорог. Сегодня, мы сегодня говорим о 7 миллионах кредита, да, которые взяла примария сегодня. И 22 миллиона лей были проданы земли. Это точно я знаю. Я слежу за этим аукционом. Я об этом ничего не могу сказать, но о 7 миллионах я скажу, что это очень преступное решение сегодня. Значит, за 8 лет мы палец о палец не ударили, но сегодня мы вспомнили, что у нас нужна дорога срочно. Мы берем 7 миллионов лей кредита. И вы заметьте, пожалуйста, что этот кредит выдается. Этот кредит выдается. Я в истории Республики Молдова не слышал, чтобы... По закону не должны чтобы выдаваться, перед да? выборами вам примария получала кредит. Но, значит, о чем это говорит? Это я говорю свое мнение, да? Я говорю, что властям Республики Молдова очень выгоден такой примар, что был у нас контролировать потом город. Игрок не примар. Я скажу, что такой он есть. Дело в том, что дальше. Мы сегодня тратим 7 миллионов лей на что? Ни на что. В принципе, просто для того, чтобы, опять же, чисто повысить свой авторитет в городе, да, перед населением, что вот мы делаем вам дороги. Дело в том, что, опять я хочу обратиться к нашим жителям, уважаемые жители Камрата. Если у вас сегодня постелили асфальт в вашем переулке, на вашей улице, это говорит о том, что на вашей улице, в вашем переулке в ближайшие 4 года канализации не будет. Это надо уметь читать. Почему не будет? Почему? Дело в том, что сегодня для того, чтобы хозяин, как хозяин, да, для того, чтобы сделать канализацию, никто никогда не постелит асфальт. Сперва ложится канализация, если нужен водопровод, если нужно все остальное, газификация. Только после этого уже настоящий хозяин стелит асфальт, делает дорогу. И я бы сказал, я понял бы, если бы сегодня эти 7 миллионов пошли бы на восстановление очистных сооружений. Вопросов не было. Да, нашли деньги, я понимаю, что это основа. Камрат воняет, Камрат в дерьме. Я прошу прощения. Пожалуйста. Вы очень правильно сказали о том, что нормальный хозяин, который дружит с головой, никогда бы это не сделал. Это преступление. Да. Для меня это преступление. Да. Если, скажем так, если я пришел к вам, арендовал ваш дом на 4 года, и вы находитесь на заработках, вы мне высылаете деньги для того, чтобы я сделал
в порядок, все как положено. работы, да? И учитывая то обстоятельство, что если я буду делать вид, как будто я там что-то делаю, и с этого я где-то половину ворую, как вы думаете, я буду на это смотреть или я буду все-таки делать? И даже в грязь буду кидать? Дело в том, что когда есть задача, лишь бы, чтобы показать мне, там, выслать мне фотографию, что вот я сделал, ну, да. вот чисто, а что там? Естественно, что для вас это самый лучший вариант. Чтобы я был вдалеке, вы мне отправили картинку красивую, вот я вам сделал, все прекрасно. Вот. Но, Игорь Иван Федорович, да. еще деньги вышли. А то, что, дело в том, что это деньги на ветер. Я скажу, при чем здесь? Это ваши деньги на ветер? Естественно, да, это деньги наши, да. Ваши. Но самое страшное, что еще, что совет принимает такое решение. Понимаете? А я с ним поделюсь. Естественно, потому что это мой совет. Вот в этом и причина, что они вся делятся проблема именно на в этом. Я вот прошу, потому что в этом и причина. вы как юрист, может, подскажете. Дело в том, что для меня, вот я не знаю, что если совет принимает какие-то противозаконные, преступные решения, да. и они остаются безнаказанными, это ненормально. Для меня это ненормально. А я вот сейчас отвечу как юрист. Пожалуйста. Что вы знали. Вот если, скажем так, вот ситуацию, как я вам обрисовал, вы на заработках зарабатываете деньги, а я живу в вашем доме, делаю как будто... Хорошо, если зарабатывает Иван Федорович, а если он взял в банке кредит, это же мне который нужно возвращать. еще вернуть Конечно, назад. это то, что именно мы сейчас сделаем завтра. Это ему же, Кредит мы говорят, вернем. ему же хуже. Пусть он думает. Да, у него должна голова болеть. Хорошо. Опять вернется Да. на заработки с клетчатой сумкой, да? И вот теперь это самое. Я делаю вид, что что-то делаю. На самом деле я вам просто, как говорят, глаза замыливаю. Красивые фотографии отправляю. И после этого, вот как вы говорите, надо привлечь к ответственности. А как вот этот самый привлечет к ответственности даже та же прокуратура, если, допустим, вот Маша пойдет в прокуратуру и скажет о том, что, уважаемый прокурор, вот пока Иван Федорович там трудится, Иван Алексеевич, как говорят, его разводит и ворует его деньги. Прокуратура скажет: Машенька, мы тебя, конечно, знаем, но скажи, пожалуйста, какое отношение ты имеешь к домовладению Ивана Федоровича? Вот Да. в этом и проблема, Вот когда- и всегда такие Да. письма. Вы откуда Вот. знаете, что мне такие письма Ну, у вам меня работа такая, все знают. Поэтому прокуратура Какие права вполне- ваши ущемляет да, так? прокуратура, полиция вполне законно отвечает о том, что вот когда придет Иван Федорович, которого Иван Алексеевич так развел, вот он и имеет право к нам обращаться. И мы тогда этого Ивана Алексеевича, но когда Иван Федорович молчит, мы ничего не можем делать. Время И идет. это законно. Иван Алексеевич, секундочку, Время я идет, хочу и как обратиться по к нашим закону телезрителям, что вы, искать сроков. уважаемые телезрители, вы просто поймите правильно, в роли Ивана Федоровича это Иван Алексеевич имел в виду именно примара. То есть что примар должен обратиться в прокуратуру, в суды, полицию, понимаете? Но когда примар именно со советом принимает такие преступные решения, естественно, что примар общаться не будет. И поэтому нам, общественникам, что-то отстаивать интересы наших горожан очень тяжело. Потому что Отстаивать тяжело, но хотя бы поднимать эту проблему, говорить мы на вопросы телевидении поднимаем, нужно. да, обязательно нужно. И сегодня, когда вот... И на встречах с гражданами тоже нужно, потому что, понимаете, вот одно дело взять кредит, да, мы понимаем, что взяли и кредит, Знаете, Валентина, я скажу, но что... тут речь идет о том, чтобы поднять налоги, вот что меня возмутило у людей, да, у граждан поднимать за недвижимость налоги и направить на благоустройство. Так кто же эти дороги делает? Я Сами просто за Елизавета, счет могу кого? сказать, Да, ну, пожалуйста. чуть-чуть тут... Сейчас, одну секундочку, пусть Да, Иван Федорович... мужчина ущемляет женщину. Я хочу Закончить мысль. Вот, по-моему, в одной из высказываний Марк Твена, да, он говорил, что народ легче оболванить, чем объяснить ему, что его оболванивают.
Понимаете? Да, И да, дело в том, что да, я абсолютно очень правильно. часто с людьми говорю, и мне очень тяжело объяснить и доказать людям, что вас имеют, вас обманывают, вас нет, и вот они так уверенно говорят, что нет, ты не понимаешь, ты неправильно говоришь, вот наш, вот видите, наш, вот даже под этот самый асфальт, вот то, что мне что только не пишут даже, что вот да, вот и никто никогда, ну, я говорю, ребята, поймите одно, что, вы поймите одно, что если вам постелил асфальт, значит, я вас забыл, все, конец, никакой канализации быть не может. 21 век, столица Гагаузии. Вы понимаете, о чем мы говорим? Мы говорим о городе, о столице Гагаузии, в которой 70% нет канализации. В которой город воняет в дерьме. Я об этом говорю. А вы сегодня радуетесь, что вам постелили асфальт какой, которого завтра не будет. 2-3 сантиметра слоя асфальта, и завтра поднимет его снег, дождь, он уйдет вместе с этим. Это во-первых, раз. Деньги уже уходят. Это деньги в никуда. Вот, их надо вернуть. Вот это стараюсь людям объяснить, что ну, сегодня ты похож по этому асфальту, до зимы, завтра что-то будет. Все так же будешь вонять, так же наши эти вот, сливные ямы. Мы уничтожили колодцы, мы уничтожили родники. Мы сами, мы не должны кого винить. Мы сами вот этим со своими колодцами дома, мы отравили все колодцы. Мы не можем пить питьевую воду. Не осталось ни одного колодца. А завтра, не дай Бог, не будет воды, например, в кране, да? Или почему наши родители, наши деды строили, рыли колодцы? Для того, чтобы это было. А мы их сегодня отравили все. Вот именно со своими сточными ямами. Думаем о будущем поколении, да, получается? Вот поэтому нам первое для города, первая необходимость это канализации. Канализация это самая первая необходимость для города. Город растет. И мы без канализации это пропадем. Мы же видим, воняет пол Камрата. И завтра это эпидемия, это зараза, это проблема номер один. Я понимаю, туда деньги, да. Ну, тогда получится, что сегодня мы ставим асфальт, а завтра придется этот асфальт выбросить и провести канализацию. За ваши деньги я могу и не то сделать. Возьмем опять кредит. Конечно. А почему нет? Пусть Я люди поднимаю платят. свой рейтинг, я денег с кармана не трачу, понимаете, я трачу деньги жителей, я ваши деньги трачу, я же не трачу свои деньги. Уважаемые, поэтому мне завтра я еще соберу совет, чтобы не то, что там поднять на 2 миллиона, на 4 миллиона собрать, поднять налог. Почему? Если раз вы еще, значит, не будете греться дома, не будете меньше кушать, не будете хорошо одеваться, но будете платить сюда. Почему? Потому что я так хочу. Потому что мне нужно сегодня иметь влияние здесь. Потому что мне так хотят кто-то. Понимаете, вот проблема все в этом. Дело в том, что наши жители должны понять одно. Любой хозяин, он каждый день что-то делает. Каждый день чему-то поставил задачу и вперед. Для этого его избрали. Да, естественно. Мне многие говорят, вот, вы вчера там лично про мне, да, там хали Николая Дудова. Я и завтра его буду хаять, если это надо будет. Вопросов нет. Вопросов нет. Почему? Потому что человек надо говорить всегда. Это нормально. Но когда... И почему сегодня избрали тебя? Для того, чтобы... Если он никто не сделал, что ты сегодня делал? Но ты палец о палец 8 лет. Ты сегодня остался неделю, ты начал... Что делаешь ты? Что ты делаешь? Зачем? Вот для меня вот это, скажу, что это преступление, если вот что сегодня творится сегодня у нас в городе. И эта власть никак не должна остаться здесь, ни в коем случае. Это вот имя тогда... Люди будут решать опять же. Возвращаемся опять же к людям. Люди должны Говорил понять Иван самую очень Алексеевич. главную вещь, что, уважаемые, я не против Сергея Анастасова. Сергей Анастасов прекрасный человек, как человек, о физическом лице, да? Может лучше меня 1000 раз, ради Бога. Мы сегодня говорим о примаре. Мы сегодня говорим о хозяине города, да? Мы сегодня говорим о руководителе, да, который должен как хозяин вести себя, но не как человек, кому-то угождающий. Вот большая разница, да, вот если. И поэтому я говорю, что нужен сегодня нам хозяин. Завтра дело в том, что... Ну, вообще-то хочу вам сказать следующее. Пожалуйста. Примар
Это не хозяин города. Ну, исполнитель, да, вот указаний, да, вот это наш наемный решение. Совершенно верно, Администратор да. города, Но в любом можно сказать. случае, ребят, ну, Хозяин города – это народ. Хозяин города – это мы с вами. Это народ. скажите, Мы пожалуйста, его наняли на работу. И кто нам с вами виноват, если он не делает то, что обещал, не делает то, что он должен делать, а мы молчим? Слушайте, может быть, нам нравится, когда нам с нами так обращаются? всегда надо начать с себя. Я об этом всегда говорю. Все, начинаю надо с себя. Да, потому что если я молчу, значит, я соучастник этого преступления. Я соучастник этого преступления, да? Или вот как много... Но мы-то с вами не молчим, правда? Нет, ну хорошо, но в любом случае, если вот так, ну, когда мы говорим, что вот, там, вот, некоторые даже вот наши вот, жители, да, мы избрали, что сейчас я должен 4 года еще и контролировать его? Конечно. Ну, дорогой мой, конечно, должен. Обязан. Конечно, должен. Конечно. Вот если, ты вот, я всегда говорю, привожу пример, что вот, наш город это одна семья. Вот маленькая семья, да? Вот, а ты представь себе, что значит, ты принес, например, домой там кусок мяса, да, а его там бросил, а его никто не готовит, да, ну, ты же должен контролировать, дорогой мой. И ты же контролируешь, чтобы его в холодильник положили, чтобы его сварили. Вот элементарно бытовому уровню объясняю. Вот, мы должны, мы обязаны, потому что это наш город, это наш дом. Каждая улица, каждый квартал, это наша комната, это наш проулочек, это все наше. Поэтому в этим улицам ходим мы, наши дети, наши мамы, наши бабушки, дети Мы наши. здесь живем, да? Все это наше. Но с другой стороны, мы выбираем примара, и примар должен со своей стороны тоже организовывать Совершенно публичные верно. слушания, Согласен. приглашать Поэтому людей, я вот сказал, что- отчитываться. У нас Публичные слушания, Маша знает. Публичные слушания, однако, наш примар собирает тех людей, которые есть советники, которые очень подчиняются к нему, чуть ли не каждую секунду там, можно сказать, и не спят А в вообще, этом что это за примаре. практика, И подчиняется? Что- если когда нужно примару там публичные слушания или какие-то схемы темные решать, то эти советники быстро своих людей приглашают, тут же делается типа публичное слушание, поднимают руку, голосуют, а я вам скажу, вот эти публичные слушания, что они делают, это вообще незаконно. Как можно на публичное слушание голосовать? На публичное слушание публика собирается, можно сказать, процентов 80-70 в городе, в центре, где-то в больших помещениях, и люди высказывают свое мнение. Но не поднимают руки, они в этом, они голосуют, вы понимаете, 3 человека, они голосуют, а 3 человека где-то в городе придут, посторонние люди, а остальных Сергей Ильич сразу, девочки, давайте спуститесь все вниз. Работники примарии делают публичные слушания. Это нормально? Сами Это не себе. Вот что и случилось в ДК, возле ДК стройкой. Публичные слушания сделали своими работниками и советниками, приближенные к ним люди. И вот решили вопрос с этими 15 человеками, за весь город решили данную стройку, чтобы построить незаконно. И я вот пользуюсь моментом о том, что гражданам обращусь. Уважаемые жители города Камрад, вообще Гагаузии, не покупайте там квартиры, потому что этот дом строится незаконно. И придет время, что эти инвесторы вам вернут эти деньги, потому что это 12-этажного дома там не будет. Я вам это говорю, и мы будем бороться с этим до конца. То, что Сергей Ильич сегодня помогает этим застройщикам этот дом, чтобы строился, это его проблема, ничего страшного, есть закон, найдется человек, который ему скажет стоп, и это завершится, но это другая проблема. Ну, это, говорите, не контролирует, да? Возвращаемся к 2 миллионам. Почему они так спешат, это 2 миллиона лей, чтобы реализовать на благоустройство города? И вот Елизавета правильно подчеркнула, и вы заметили о том, что, уважаемые жители, 2 миллиона лей с вашей кармана вам поднимает налог, и эти 2 миллиона голосует совет о том, чтобы реализовать на благоустройство города. Сейчас вам, жителям, вопрос. Кто делает этот асфальт? Кто
эти дороги делает? Кто эти тротуары делает? Сергей Ильич или советники, или мы с вами народ? Вот сейчас откройте глаза и не говорите, вот я баллотировалась в советники и в примары муниципия Камрад. Я благодарна тому, что люди меня поддержали, 107 голосов у меня было, спасибо, низкий поклон этим людям. Но говорю об этом, что откройте глаза, эти 2 миллиона, эти 7 миллионов все ваши деньги. Вы за свои деньги делаете тот тротуар, тот асфальт, те скамейки покупаете. Не примар делает, это вы за свои деньги. И не надо подкупаться за то, что вам делают эти дороги. Вот когда этот примар где-нибудь инвестиции сделает, куда-то поедет, привлечет эти инвестиции, что-то он сделает, и вот когда он делает вам построить какие-то социальные жилье, какие-то за счет внебюджетных денег, за счет вне средства. И когда будут спортивные комплексы, разные развлекательные игры для детей, для молодежи, где-нибудь он достанет эти деньги, вот тогда мы скажем, вот примар работает. Но пока он сегодня работает с кредитами и с нашими деньгами, которые он у нас взял, пандемия идет, газ поднято им, я говорю, Сергей Ильич, я то, что инициативная группа, простите за эмоции, но я это уже выскажусь. Почему? Потому что я ему это сказала. Говорю, Сергей Ильич, Карас Степановна обратилась, есть эфир, смотрите. Я говорю, пандемия, газ подняли, куда вы еще налоги поднимаете? Знаете, что он мне ответил, примар? Газ есть чем платить, найду те налоги, где платить. Это вот слова примара. Это он мне лично говорил. И смеется, понимаете? Почему? Уважаемые жители, банда примара, которые были советники, это банда. Я вам называю, это банда. Опять попали на совет. Обратите внимание, та банда, которая транжирила бюджет, она сегодня опять попала на совет. Сегодня идет скандал, кто будет первым замом у Анастасов Сергея. Почему? Потому что у этой банды есть фирмы, которые имеют КАМАЗы, эскаваторы, кто занимается землями, берут себе, приватизируют земли, потом продают, у людей забирают земли. Обратите внимание, эти люди опять попали на совет. Не голосуйте за этого примара. Почему? Потому что наш город уходит. Я 7 лет уже с этим созывом борюсь. Прокуратура меня слышит, полиция меня тоже слышит. Я очень много писала. Но, как сказал это Иван Алексеевич, что никто не обращает внимания, никто не берет во внимание это и говорит о том, что ты сегодня, если ты сосед, ты не имеешь никаких прав на данный вопрос, тебе в этом вопросе ставят границу. Почему? Почему у нас закон такой работает? Если я гражданин, я заметила о том, что примар, советник или кто-нибудь, которые местные публичные власти, которые народа деньги, я пришла и заявила о том, что я знаю, что там воровство есть, что там деревья посадили на 500 000 лей, и деревья не выросли. Почему у нас полиция, прокуратура об этом молчит? Где у нас правительство? Где у нас законы? Почему не работают? А если Мария Плукчи пришла на совет и говорит о том, что вы неправильно это делаете. Почему? Потому что я консультируюсь с очень хорошими людьми, которые высокопоставленные, что меня консультируют и говорят о том, что вот так неправильно делать. И я прихожу и им говорю, и они что делают? Сергей Ильич зовет полицию, полиция меня пытается наказать. Почему? Вот почему? И в том числе еще и нападает советник на меня, нападает на совет, и опять этому советнику ничего. Вот почему. И поэтому я обращаюсь к людям. Уважаемые жители города Камрад, у нас осталось очень мало времени. У нас есть 2 кандидата. Николай Харламбевич Дудоглу и Сергей Анастасов. Будьте бдительны, будьте внимательны. Посмотрите, что он сделал в течение 2 недель. Как он транжирует бюджетные деньги. Это называется подкуп избирателей. Пожалуйста, избирайте того человека, который идет к вам навстречу с душой, а не обманом, а не с шантажом.
пускает своих советников, которые он имеет 15 или 16 советников в кармане, пускает их в город, и людям сегодня, я вам говорю, людям не жаловались. Мария, мы за тебя проголосуем, но мы боимся, пришла вчера советница или советник и говорит, если я пройду твои вопросы, ты ничего не получишь при Марии. Люди боятся, вы понимаете? Люди боятся, если видят, что я пришла к ним, а она, там советница недалеко живет от нее, она прячется за заборы. Вот такие шуганные люди стали, что очень боятся. Машенька, понимаете? я просто... Людям Да. раздали деньги. Маша с эмоциями говорит. Я понимаю, да. Наболело. Наболело, конечно. Почему 7 лет? Это все 7 лет. Это Но все я 7 скажу, лет. что давайте не будем все валить на советников и на примара. Давайте. Больше не надо вас свалить, потому что они все делают. Давайте начнем так. Давайте начнем с себя. Дело в том, что вот вы только сказали, что там люди зашуганы за забором, боятся того. Боятся чего люди? Я скажу, что не столько страшен волк, его малюют. Давайте начнем с этого. Давайте будем честны, да? Людей это тоже устраивает, очень многих, да? Очень многих устраивает и подкуп, и вот это положение, и входя в совет, и решать свои вопросы, это решают люди. И этим людям это выгодно. Поэтому сегодня все валить на примара и на совет не надо. Надо валить на себя, в первую очередь. Что вы сказали, то, что вот, я вам отвечу на ваш вопрос, то, что миллионами ушли на посадку, то все, вы обращаетесь, то все. Никогда никто на это не обратит внимания, потому что сегодня я вот вижу открытая власть имущая Республики Молдова крышует нашего примара. Это открыто видно. А жаль? Жаль, факт. Давайте исходим из этого. Это факт. То, что сегодня вы понимаете, что в стране очень такое шаткое положение у партии ПАС, правящей партии. Для них выборы это очень плачевные, скажу вам так. Это пару процентов всего из всей территории Республики Мы не Молдова. будем сейчас Нет, их... я просто говорю, что Они по республике. Нет, я говорю, что касается нашего года. Наши проблемы нужны. Проблема наша в том, что именно что сегодня есть крыша партии ПАС, их сторонник Сергей Анастасов, и поэтому вот этот беспредел... А он кинет их только как то, что он сделает, это уже другое. Ребят, я не хочу думать ни о партии ПАС, ни о Усатове. Я хочу думать о себе, о своем городе. Да, мы здесь живем, и нам надо это говорить о наших проблемах. Мы об этом говорим сегодня. Мы не думаем, я не хочу ни о ком думать. Просто я хочу просто сказать одно, что дело в том, что, как вы сказали, что вот там все тендеры, все выиграли. Да, сегодня скажу вам, я вижу так, что сегодня Сергей Ильич это след Ирины Влах в Гагаузии, Камрате у нас. Дело в том, что сегодня, естественно, что если, почему сегодня выгоден даже Ирине Влах, тоже есть ее поддержка Сергею Анастасову, потому что завтрашний день очень важен от Камрата. Завтра будут президентские выборы. Ирина Федоровна хочет баллотироваться президентом страны. Мы тоже хотим много чего. Нет, но мы теряем свою Гагаузию, мы теряем свою столицу. Поэтому сегодня, если жители Гагаузии, если жители жители Камрата, сегодня мы говорим Камрата, да, если на самом деле они проснутся, очнутся, увидят, что на самом деле, что если мы сегодня не избавимся просто-навсего не избавимся от того наследия Ирины Федоровны Влах, чумы, чумы, то заразы, можно сказать, все слова подходят. Значит, то же самое, что мы должны обязательно избавиться мы от Анастаса, значит, мы избавимся от всех вот этих вот, то, что вот рядом, кругом, вот эти все, как бы вот эти вот опухоли, да, вот эти раковые, то, что у нас есть в городе нашем, да, то, что там, поэтому это на самом деле эпидемия. Мы должны именно избавиться от всего вот этого и вылечить наш город. На самом деле нам нужен примар, который будет именно уделять внимание именно жителям нашего города, именно
Самое главное уделять внимание людям, каждому жителю города. Друзья мои, я хотел бы сказать следующее, что я родился и живу в городе Камрате. Все, что творилось и все, что делалось в Камрате, проходило как бы у меня на глазах. И хочу вам сказать следующее, что Сергей Анастасов, человек с моей махалы, с Туканяски, мы знаем друг друга давным-давно. Камрат небольшой город. Да. Ну, несмотря на то, что у меня с ним вроде бы хорошие отношения, но отношения отношениями, как с человеком. Но что касается его деловых качеств, примарских, хочу сказать следующее, что это самый худший и самый никчемный примар из всех, кого я только знал. И скажу почему. Да потому что он нагло врет и не выполняет свои обязанности, которые должен выполнить. Скажите мне, пожалуйста, когда вот эти вот он пришел, стал примаром, до него был Дудогла. Денег, насколько я помню, было где-то порядка около 10 миллионов. К тому Намного меньше, чем сейчас. Да, к тому моменту, когда Дудогла уходил. А когда Дудогла приходил, это вообще было там пару миллионов. 5 миллионов. Да, ну не 5, даже меньше. А до Дудогла был у нас Таушон же, кажется, правда? Да. А у него вообще денег там кот наплакал. И тем не менее люди старались, что-то делали. Сейчас же у Анастасова, как в той поговорке, денег как у дурака махорки. Более 100 миллионов лей. 2 миллиарда, около 2 миллиарда, он сам назвал эту сумму. Нет, это на дороге, это на дороге. Я имеется в виду 2 миллиарда, он сказал, что потратил. Нет, Маша, здесь о миллиардах мы не говорим, мы говорим о миллионах. На самом деле это около 120 миллионов лей у нас бюджет примарии. Так Мы сейчас говорим о бюджете. Более 100 миллионов лей. Это же умопомрачительная сумма денег. И вот скажите мне, пожалуйста, вот когда у тебя есть куча денег, при этом, если ты нормальный хозяин, если у тебя с мозгами все в порядке в голове, если не ветер гуляет, то что ты будешь делать прежде всего? Откроешь какой-то бизнес для своих детей? Ну, я так образно говорю, ты хозяин семьи, я не говорю хозяин города, ты хозяин семьи. Ну, ты, говорят, выучишь своих детей, откроешь им какой-то бизнес, чтобы они зарабатывали, чтобы не рассчитывали только на тебя. Что-то еще дополнительно сделаешь. Или ты будешь покупать супруге помаду, там и шубу, еще что-то. По-моему, нормальный человек будет думать о своих детях, правда? Я так полагаю. Да, и вот теперь скажите мне, пожалуйста. Детям нужен дом. Друзья мои, дом домом. Это самое главное, да? Вот, Одну секунду. Иван Камрат должен быть наш домом. Иван да? Федорович, одну секунду. Я исхожу из следующего. Обратите внимание, вот я просто хожу в судебные инстанции, у меня есть пару фирм, которые занимаются недвижимостью, они иногда обращаются к моим услугам. И я вам хочу сказать следующее. Если взять 10 объектов недвижимости, которые приобретены в городе Камрате, как минимум штук 7 будет это те, которые из молдавских сел сюда переселяются. Скоро мы гагаузского слова не услышим. Бесепичем из гагаузус, а гагауз лафану быстрее излающих межис. И мы что, этого хотим? Обратите внимание, люди выезжают, а в городе Камрате что, с каждым днем становится больше рабочих мест? Где будут работать наши дети? На словах только. Где будут работать наши внуки? Есть одна кукона, которая обещала там 8 лет, что будет что-то сделать. И где эта кукона? Нет, но кукона Вот. поставила Сергея Анастасова. Ну, еще один кукон. Ну вот, я хочу, это след очень такой ощутимый. Ну да, конечно. Поэтому я хочу сказать следующее. Сережа, он умеет только болтать, но не умеет ничего делать. Вот Как бы нет 2 миллиона сейчас на благоустройство. Как? За твой счет я могу еще и не столько кинуть.
Поверьте, Да. поверьте, Елизавета, я извиняюсь, Иван Алексеевич, чтобы я мыслил мне. Эти 2 миллиона, что они 10-го приняли, этих 2 миллиона уже нет. Они уже их потратили, в долг взяли у того щебенка, у того асфальта, они уже потратили. И у них экономические агенты уже просят у них деньги. Оплату. Потому что говорят, мы вам ничего больше не дадим, если пока вы деньги нам принесете. И Правильно, а они нам уже нужно строить договор дороги еще отложили эти целую деньги. неделю. Они асфальт уже положили, они все взяли в долг. И вот эти экономические агенты, чтобы дальше идти, Ну хорошо, но они это можно приняли, было что сделать и 2 миллиона после выборов. Собрать новый А почему состав. после выборов, когда можно на выборы пиариться, чтобы эти люди сказали: о, смотрите, как Сергей Ильич хорошо, вот он делает дороги, понимаете, вот почему. А Сергей Ильич сейчас затранжирил эти деньги, и 4 года люлю Сергею Ильичу, и он решает свои вопросы своим советом карманным. Друзья Вот мои, что делает. Давайте я вот будем, хочу сказать да, следующее. пожалуйста, да. Мы не против дорог. Конечно, Дороги, конечно. да, мы не Канализация против, тоже одну дорога. секунду. Мы не против канализации. Мы за это все. Но если, дорогие сограждане, сокомрачане, вы обратите внимание на эти дороги и пригласите к этим дорогам, чтобы Вот по посмотрел. спортивным дорогам. Да. Вы спустились по спортивным, Я дорога уже смотрел нет, многие нет дороги. асфальта. Да. Если пригласите людей, дорожников, кто в этом деле соображает, то они вам скажут, что это не дорога. Это просто, как говорят, дядя Гагаузлар, гёзбоема. Старый асфальт Да. с смолой. Старый Да, асфальт с это- смолой. Поэтому припарка. Да. Хочу вам сказать следующее. Так дороги не строят. И я единственный, я очень много, как говорят, поездил и был и во многих республиках бывшего СССР, ездил в Европу. И вы знаете, я увидел только у нас в Камрате Наухау. Значит, метр с одного края дороги не заасфальтирован, и метр с другой стороны. А на луже асфальт ставить Да. это нормально? Ну, Дождь это- идет, на это луже не- асфальт. С это, ведрами тащит. Маш, С этот ведрами. ноу-хау не только в Камрате. С ведрами. Да, но хочу вам сказать следующее. Но сужать дорогу зачем? Кто такие вещи вообще Экономим? придумал? И вот эта вот вещь, которая вообще, хочу вам сказать следующее. Что-либо строить без технико-технической документации, без проекта вообще запрещено. И куда вообще смотрит стройинспекция? Куда У нас разве она есть? есть? А о каком виде она есть у нас? Ну, факт оно есть. Оно есть. Борис Константинович, Его уже там нет. есть, он чуть-чуть там медь часы. Да, есть, возможно. есть. Тоже, Ну, тоже друзья мои, вмешивается. хочу вам сказать следующее. Вот мне как-то спросили одну такую вещь, говорят, а почему, говорит, в Германии так хорошо живут, а у нас не очень хорошо живут? Я говорю, а вы в Германии были? Да, был. И как? Да, хорошо. Я говорю, а вы обратили внимание, какое самое главное слово в Германии? Какое? Порядок. Там везде и всюду люди борются за порядок, чтобы во всем был порядок. Порядок в людских отношениях, порядок в населенном пункте, порядок во власти. А у нас люди даже не знают, что это такое. Если бы у нас был бы порядок во всем, то мы же жили бы как в Германии. Плюс ко всему, хочу вам сказать следующее. О том, что вот это, опять же, русская народная пословица. Из двух зол выбираем лучшее. Говорит, ну вышло там 7-8, говорит, проходимцев, ну выбрали меньшее зло из всех вот этих. А в той же самой Европе, куда мы якобы сейчас стремимся, говорят, а почему они там живут? Ну потому что они не пользуются этой вот нашей так называемой русской пословицей. Они из двух зол выбирают ни одного. Ни одного! Нет достойных! А вы говорите, ну это меньшее зло, вот выберем его. Ну хорошо, выбрали. Так и будем жить. Да, выбрали меньшее зло. Так нельзя. А после этого не следим за тем, что он делает. А он делает то, что хочет. И мы вот сегодня говорим о том, что вот они проголосовали, взяли деньги в банке. Говорит, мог ли банк дать деньги?
Слушайте, банк это Банк это фирма, которая следит за тем, чтобы заработать. Пришел какой-то лох, хочет у меня деньги. Причем я уверен, что эти деньги я получу обратно с процентами. А есть у нас Минфин, который контролирует. Слушайте, Вот- Минфин вот там. тоже хочет кушать. И вот этот самый. Почему бы лоху не дать? Дадим. Дали. Потом пришло время, я у лоха взял обратно деньги с процентами и говорю, родной, придешь еще раз дам. Скажите мне, пожалуйста, кто лох? Лох примар, лох эти советники или лохи мы? Ведь деньги К сожалению, возвращаем мы. Наверное, мы на лохов больше похожи. Вот поэтому за лохов не надо голосовать, а надо идти голосовать за И нормальных вот людей. теперь скажите мне, пожалуйста, следующее. А если за лоха опять проголосуют, Нет, будем нет, лохануться Машенька, еще 4 Машенька. года. Друзья Вот мои, говорю. при условии, не надо что деньги в банке беру я, а рассчитываться будем мы все, скажите, сколько я возьму денег в банке? Побольше. Сколько мне надо будет? Нет, сколько дадут? Сколько дадут? А Да. банки дадут, сколько скажете. Нет, поэтому... Иван Алексеевич, я вам скажу одно. Вот порядок, как вы сказали, порядок должно быть. Да, порядок должно быть. Порядка не будет. Почему? Объясняю вам ситуацию. Ну, так нельзя объясняю- жить. и Так нельзя объясняю говорить, им Машенька. Порядка то, не что будет. я 7 Мы уже лет заранее уже наблюдала. знаем, что не будет порядка. Да. Так не должно быть. Да. Нет, На- мы считаем, что порядок должен быть. И он будет. должен. Он завтра будет. И мы должны народ стремиться к этому, чтобы Совершенно делать верно. так, чтобы А нельзя они говорить, что его не подчинялись этой порядке. Вот, уважаемые участники, опять мы пришли к тому, что начинать надо с себя. Обязательно Да. себя. Во Начинать всем, надо с во себя. всем Давайте себя. мы подведем итог нашей передачи, потому что время у нас Елизавета, не можно я бесконечно. мысль доскажу? Да, пожалуйста. И почему порядка нет? Как будет порядок? Когда советники, есть тот же Кара Владимир, называй фамилию, Кара Владимир, он же участвует в этом тендере, его фамилия. Есть там, который дороги делает, его фамилия там есть. Если порыться хорошо. А он в совете, А он кто? советник. Почему он зачитал? Он же- Почему ему он же доверили? председатель комиссии. комиссии. Поэтому он зачитал, он отвечает за Конфликт да. интересов. Это конфликт интересов. Человек сам себе 2 миллиона поставил вопрос, голосовали, сам и будет с этими миллионами работать. Хорошо, но остальные Те советники, же они люди не думают, они ЖКХ, просто голосуют, техника получается, работает. и То всё. есть кто контролирует, уважаемые жители? К вам, когда приходит техника вот на улицу делать дорогу или асфальт, или тротуарную плитку, одна просьба. Не только Мария Плукча должна ходить и фотографировать, снимать на камеру. Вы сами тоже должны все снимать. Сколько вам щебенку привезли, как сперва вам почистили эту дорогу. Вот как говорил о том Николай Харлампевич в одном программе, я заметила, он сказал, что и пылинку надо сдувать. Конечно. Так асфальт ставится. Я видела, я наблюдала, когда, хотя вот говорили гимпу, но гимпу, когда ставил асфальт, я видела, они реально ставили по технологии. Я видела, я смотрела, вот час стояла и наблюдала за этими людьми. Там и смола, там и щебенка, там и сдували вот это все, и толстый слой, не то, что у нас. Вечером лег спать, утром смотришь, ночью залили этот асфальт. Уважаемые жители, как можно за одну неделю все улицы сделать? Достоевского, Марневича или, не знаю, Матросова. А ты где что, там вместе сказки не читала? Как пчелки работают. это реально сказка, это волшебство. Уважаемые участники, у нас время уже эфира уже подошло к концу. Давайте подведем итог Давайте. нашей сегодняшней дискуссии. Идет предвыборный период, да, вот скажите, коротко можете ответить, может, ваше наблюдение, насколько эти выборы вот прошли прозрачно, честно, как вы считаете? Коротко, да, Давайте коротко. я начну, Коротко, так а то- как я была кандидатом в примар. Я вам скажу, что частично выборы шли некрасивые выборы, были подкупы. Со стороны советников абсолютно, можно сказать, 60% были подкупы. Даже советников? Даже советники. Даже советники. Я уже 3 дня хожу по базару, вот, людям, выхожу в город и разговариваю с людьми.
И вы знаете, люди смотрят мне в глаза и говорят, честно говорят, Маша, мне стыдно, я обещала тебе, что проголосую. Но человек подошел, так просил меня, дал мне 300 лей, и я пошла и проголосовала за него, а за тебя, я, говорю, не стыдно перед тобой. Я ответила, знаете что, у вас 300 лей еще есть? Она говорит, нет, но они мне очень нужны были, я болела, я не знаю, что. Так сейчас у меня следующий вопрос. Для чего так рвутся советники в совет? Это же бесплатная работа, это общественная работа. Знаете, а вы видели, кто прошел? Еще и деньги платят кому-то, чтобы попасть в совет. Вы видели, кто прошел? Те люди прошли, которые у них бизнесы, которые незавершенные проблемы, которые они начали делать схему махинации, те люди прошли, которые 47 тысяч саженцев должны были посадить лес. И сегодня из-за этих людей сегодня бюджет пострадает 500 000 больше лей должны возвращать наша примария европейским. Кроме кредитов, которые... Кроме кредитов. Вернет, Маша. Весело будем. Вернет, Маша, не переживай. Вернет примария. А кто вернет? Это мы вернем. Маша, Это мы Маша, вернем. я скажу одно, что Народ вернет, давай скажем так, что давай, чтобы кто в этом виноват, что я себе так веду, да, что мне ничего нет, что я хочу за кого-то платить. Кто мне виноват? Я сам. И поэтому я хочу сказать, что это не закончится до тех пор, пока какая-то ответственность будет и у советников наших, и у кандидатов, и у людей. Именно будет ответственность. Ответственность будет и у советников, когда принимают такие вот решения, которые противоправные или преступные для наших горожан. Тогда вот что изменится? Тогда вот они будут тасаться и идти туда, чтобы вот и попасть в совет. Для чего? Чтобы, когда вот будут ответственны для того, чтобы ты не смог там решать свои вопросы личные, да, или там вот кому-то что помогать, или что делать. Тогда что-то будет. Понимаете? Вот именно тогда будет все по-другому. А до тех пор, пока я скажу, что сегодня в совете есть дети, да, которых по сей день еще мама кормит, одевает, понимаете, о чем говорю? И вот эти дети будут что советовать. Вот вдумайтесь только, да? Они не будут советовать. Нет, им будут советовать, они только поднимут руку. Давайте будем говорить факты. Туда идет советник, да? Он советник. Он идет советовать. Он не идет там кого-то поддерживать, он идет советовать. Но что может познать этот ребенок, которого еще кормит мама, одевает мама, да? Вот это вот родители. Вот. Что? Вы сомневаетесь в том, что он даст вам советы? Нет, я не сомневаюсь, Иван Алексеевич. Он вам посоветует. Какие советы? Есть в примарии кабинет дрессировки. Я к тому говорю, что... Они собирают перед тем, как выйти мы на совет, должны сами они собирают туда. обсуждают, Я говорю туда кабинет дрессировки, потому что Друзья там мои, Потому что мы должны сами задать себе вопрос. И вот я голосую для чего? За кого? Вот что он от него будет? Не то, что мне, моему городу, что если будет моему городу хорошо, будет хорошо и мне, будет хорошо и моим детям, моим родителям. Иван Федорович, вот так надо думать, вот так надо сегодня. Иван Федорович, Да. пока не будет принят закон о том, что каждый советник должен отвечать за свои поступки, за то, за что он голосует. Пока не будет или поименно голосование, или ответственность под подпись, под подпись каждого советника. Каждый совет, за что он голосует и несет ответственность. И пока не будут наказывать хоть одного Мария, но здесь они несут советника. ответственность за то, что Вот такой голосуют. бардак будет. Просто кто проверяет это? Кто спрашивает? Никто не проверяет. Вот Никто. в этом-то. Даже если вот я, как Мария Полукчи, инициативная группа, иду и пишу в прокуратуру или президентуру, или да, работают, там нужно. Пока эти письма доходят до совета, и они ответ дают, тут же подделка идет, У понимаете? нас здесь народный контроль. Тут же подделка идет. Я вам Народный скажу контроль. одно. Я не раз... Он вам ответит. Давайте. Иван Алексеевич, я вам скажу одно. В примарии, не знаю, вдруг говорят, что везде это есть. Но я заметила, что в примарии есть книга, в которой регистрация идет всех заявлений. Говорю о том, пусть слушает меня примария и специалисты, пусть не обижаются на меня. Есть такое.
пропускать, вот книги, есть 3 строчки, 4 пропускается. В случае чего какая-то махинация, эти строчки наполняются задним числом. И это было не однажды. Это постоянно происходит в этом примарии. Это я замечаю. Почему? Потому что я борюсь с незаконными стройками. Сегодня никаких разрешительных документов не было. Органы, полиция, прокуратура просит. Они говорят о том, что нет, я присутствую в этом. А через полгода, через некоторые месяцы, пока вот это расследование идет, документ находится. Это что? Это коррупция, это преступность. Мы живем сегодня в преступном городе Камрад. Я могу кричать постоянно и говорить о том, что она есть. Но когда она остановится, это надо... Когда мы этого захотим. Это можно Опять решить 19 числа в воскресенье. Избавиться от преступной группировки ОПГ и банды, которые есть сегодня в муниципальном совете, которые прошли, опять же, этот созыв. Я вам говорю, уважаемые жители, если этого не произойдет, вы пастбища никогда не увидите, что вам возвращали то, что у нас забрали. То, что забирает у людей участки, вы останетесь только 12 сотками. У кого есть 40-30 сотков, запомните мои слова о том, что вас Маше надо 3 заберут. передачи подряд. Вас заберут. Ну, я вам говорю, 19 числа выйдем и голосуем за Николая Харлампиевича Додоглу. Выходим, он лидер, он хозяин. И вы знаете об этом, что он в городе сделал очень многое. И тогда увидите, какая жизнь у нас в городе, в Камраде будет. Иван Алексеевич, ваше заключительное уже слово, и завершим программу, потому что мы уже больше... Друзья мои, вот вы сказали о том, что вот почему же все идут в такие вот властные структуры, даже некоторые из них вообще без зарплаты. Ну, это без же ничего. бесплатная Да, работа, это бесплатная. общественная работа, советник. Ну вот посмотрите на них. Разве те, которые идут на эти бесплатные работы, а некоторые идут хоть и на платные, но как бы они идут как слуги народа, многие из них говорят о том, что я туда иду, ну вот я вот за людей. Ну ты туда не иди. Понимаешь, там грязь. Ну не надо в грязь лезть. Ну вот смотришь на них, вроде не дебилы, ну лезут туда. И вот смотришь, он пошел в эту грязь, в этой грязи повалялся, морда стала такая, что и ушей из-за щек не видно, стал жить лучше и все такое прочее, но в грязи. Из этого я делаю вывод. Грязь, наверное, лечебная. Вот даже лучше, чем в Сергеевке. Да. И вот, друзья мои, хочу вам сказать следующее. Конечно, свинья грязь везде найдет. Но следить за этой свиньей все-таки должен хозяин. И я не всегда говорю о том, что по первому своему образованию я ветеринарный врач. И в скотине разбираюсь очень хорошо. Поэтому, когда я вижу о том, что свинья начинает вести себя не так, как положено, я вспоминаю, как меня учили. Чтобы свинья вела себя хорошо, нужно поставить ей халкыджик бурносна. Знаете, что такое? Что? Кольцо, да. Кольцо Я надо. поняла, но Да. для чего? Чтобы глубже не копал. Успокоилась, чтобы поняла, что Да. нельзя везде сувать свой нос. Чтобы правильно себя вела. Вот почему говорят. А для этого хозяин должен быть на своем месте, должен быть порядок. Не должен хозяин ждать, когда кто-то ему что-то сделает. Вот я часто езжу куда-нибудь, вот бывают судебные процессы в Кагуле, в Чадарлунге, в Улканеште, в Кишиневе. Я всегда подвожу людей, которые стоят возле дороги. Во-первых, дорога, короче, когда есть... Короче, дорога. Да, и все вот со всеми разговариваю всегда, и все говорят о том, что вот тяжело, вот если бы кто-то пришел, кто-то сделал бы. Я говорю, вот скажите мне, пожалуйста, вот вы дома вот кушать готовите сами или ждете, когда я приду? Ну, Повар, когда да. придет. Говорит, конечно, сама. А говорю, а убираете сами или ждете, чтобы сосед пришел? Что за вопросы? Конечно, все делаю сама. Хорошо. А вот
следить за тем, что кого ты выбрала и что они делают, разве это не твое дело? А как? Даже А не также, задумываются. да, Даже не люди? задумываются. Поэтому, друзья мои, нужно прежде всего поднимать культуру, не только культуру там песня, пение и танцевание, как у нас в основном это Кукона делала 8 лет, а нужно поднимать юридическую культуру людей, чтобы люди понимали, кто что. Потому что сегодня, даже если мы выйдем на базар, а базар у нас люди все такие активные, спросим у них, а скажите, пожалуйста, кто для вас башкар? Я уверен, 8 человек из 9 скажут, это мой начальник. И дай Бог, чтобы хотя бы один из этих 10 сказал, это мой наемный работник, я ее наняла на работу. Да, дура, не было возможности следить за этой идиоткой, как она себя вела. Но тем не менее, вот ситуация такая. Поэтому Можно все я от нас. базар Коротко. сказал, Иван Алексеевич за базар затронул. Я сегодня была на базаре, и вы знаете, какую пушку пустили, не знаю, сторонники нашего бывшего примара, наверное, вы знаете, какую пугалу сейчас пустили на базаре. Вот Дудогло придет, вы знаете, он заберет базар, вы вообще, уважаемые жители. Вспомните, когда Николай Харлампиевич базар работал, такого бардака, хаоса и передергивания, дележки людей не было на базаре. Как бы ни было, была эта дорога, асфальт был или не был дороги, там говорят, что вот там тротуарную плитку поставил. Может, был, нет, но было спокойствие. Люди работали спокойно. Сколько хотели, работали. Никто не дергался, кто гагаускопы платит, кто платит примари. Этого не было. Но сегодня вот это пустили и запугивает людей, что придет Николай Харлампиевич Дудогло и заберет базар. Это все вранье. Николай Харлампиевич придет, наладит вопрос базаром, как он был, так и он будет работать, как он служил муниципе Камрад, города Камрата, так и он будет служить. Не слушайте байки какого-то советницу, какие-то смотрящие, которые на базаре есть, с ними тоже надо разбираться, как они работают, как у людей они берут то яйца, то брынзу, то творог. Этих людей тоже надо оттуда убрать, потому что люди ко мне сегодня жаловались. И вот эти же люди распускают сплетни, а Николай Харлампиевич, что придет и заберет базар. Николай Харлампиевич всегда базар работал нормально, люди были довольны, люди зарабатывали, у них бизнес шел отлично. Вот голосуйте за Николая Харлампиевича и увидите, как базар будет работать. Все, давайте на этой ноте уже завершим нашу передачу, Давай. потому что чем дальше, тем глубже в лес, как говорится. Я благодарю вас за участие в сегодняшней программе. Надеюсь, что мы хоть какой-то месседж, хоть какую-то информацию донесли до наших телезрителей, особенно вот про муниципальный совет, про их обязанности, про их заседания. Уважаемые телезрители, на этом наша передача подошла к концу. Программу провела Елизавета Ротарь. До скорой встречи в эфире. До свидания. До свидания. До свидания.